Здравствуйте, программа «Суть дела» в эфире Абхазского телевидения. Сегодня у нас в гостях главврач Республиканской специализированной психиатрической больницы Георгий Кортава. Будем мы говорить о ситуации в этом медицинском учреждении. В настоящее время больница переполнена. С чем это связано и почему в районах отсутствуют психиатрические кабинеты? Ну, обо всем по порядку. Георгий Игоревич, мы рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы начать вот с сюжета, который мы сняли в больнице, а потом детально поговорим обо всем. С 2015 года единственный в Абхазии психоневрологический диспансер был переименован в Республиканскую специализированную психиатрическую больницу. Причем изменилось не только название, но и место расположения учреждения. Для нового объекта было реконструировано старое здание инфекционной больницы в Гульрипше. Теперь на территории около 2 гектаров располагаются административные лечебные корпуса, парковая зона и спортивная площадка. Было принято решение о том, чтобы провести реконструкцию и перевести психиатрическую больницу в данное учреждение в связи с тем, что была плачевная ситуация в психиатрической больнице, были нечеловеческие условия. Комиссия приехала, было осуществлено обзор всего, и было принято решение о том, что на этом месте нужно построить психиатрическую больницу. Новый комплекс рассчитан на 140 коек, но пока функционирует 95. Остальную часть запустят уже в ближайшее время, говорят в больнице. При этом пациентов намного больше, чем мест, которыми могут обеспечить в стационаре. Например, под палату была переделана одна из комнат отдыха. Койки приходится ставить даже в коридорах. В 4-этажном здании отдельно расположены мужское и женское отделение. Кроме того, есть отделение для тяжелобольных. У нас очень сейчас много больных психических, и мы очень перегружены. У нас вместо 30 больных 45 больных. Половина больных у нас без родственников. Они же лежат с 5-го года есть постоянно, без выписки. Несмотря на то, что в больнице чисто и комфортно, проблемы все же остаются. Не хватает оборудования, например, аппаратов функциональной диагностики. Выявлять болезнь приходится по старинке. Беседы и опросы – основа таких диагнозов. Другой важнейшей проблемой остается дефицит кадров. Большая часть сотрудников пенсионного возраста. Работать в больницу за последние годы пришли всего 3 молодых специалиста. В их числе Екатерина Завьялова. Мне нравится здесь. И коллектив уже привыкла. Обследование в стационаре – один из этапов лечения. После выписки пациентам требуется дальнейшее наблюдение врача-психиатра. А вот что касается амбулаторного наблюдения, такая система в Абхазии отсутствует вообще. Таким образом, больные обречены на новое проявление недуга. В общем-то, давайте по порядку обо всем. Проблем много, как мы видим, но главное – это нехватка мест. Само здание новое, отремонтированное, и, как нам показалось, оно не маленькое здание, 4-этажное здание. Почему такая нехватка мест? К сожалению, на сегодняшний день в связи с отсутствием внебольничной психиатрической помощи, что подразумевает ведение больного после выписки по месту его жительства, отсутствие психиатрических кабинетов, которые должны осуществлять данную деятельность, даже пусть в связи с тем, что на сегодняшний день дефицит кадров, именно психиатров, можно было бы сделать таким образом, чтобы социальные работники по районам, каждый район свой обслуживал. У нас переполнена больница в связи с тем, что высокий процент регоспитализации, в связи с отсутствием ведения больных, еще раз повторюсь, по районам. Наше учреждение на сегодняшний день выполняет функции 3 учреждений. Это диспансерное отделение, сама психиатрическая больница и плюс еще дом-интернат для психических больных. А вообще это не связано с каким-то всплеском заболеваемости? На сегодняшний день есть 2 основные версии заболевания психических расстройств. Это эндогенные, то есть передающиеся по наследству, и экзогенные, те, которые в процессе жизни, травмы головного мозга, дисфункции головного мозга, сосудов головного мозга,
гормональный дисбаланс. Все это может вызвать травмы, пагубные привычки. На сегодняшний день существуют новые такие психоактивные вещества, по-другому наркотические можно назвать, на сегодняшний день очень сильно влияющие на мозговую деятельность, приводящие к длительным галлюцинаторно-бредовым состояниям, в результате чего в дальнейшем могут возникать затяжные подобные, такая симптоматика, и длительная симптоматика приводит к заболеванию. А много таких вообще пациентов вот к вам, которые, злоупотребляя наркотиками, потом становятся вот вашими пациентами? К сожалению, на сегодняшний день существует такая тенденция, но в основном, у кого есть возможность, они выезжают за пределы республики, дабы, чтобы не состоять здесь также на учете, и лечатся, значит, в Российской Федерации, вот, многократно, потом в итоге все равно попадают в наше поле зрения. Мы также своими силами, чем можем, помогаем. Вот такая проблема на сегодняшний день существует. А можете вы нам сказать, вот какое количество, вот какой процент населения имеет такие расстройства? А статистику конкретную... Ну, приблизительно, вот в процентном соотношении, вот, по вашим Процентов наблюдениям. к нам лично в наше учреждение, психиатрическую больницу, от всего числа процентов 15 попадают с такими вот нарушениями. 15% всех заболевших? Всех обращающихся. Вообще. Да. А вот в процентном соотношении по количеству населения не можете сказать, да? Это какое? По количеству Чтобы населения, мы хоть представили картину. значит, мы рассчитываем таким образом, что 0,01% от всего населения вообще страдают психическими расстройствами. То есть, если, грубо говоря, у нас 250 тысяч населения, не то что страдают, я имею в виду о койках, то у нас должно быть минимум 250 коек на Республику Абхазию. А страдают такими цифрами, к сожалению, я на сегодняшний день не могу вам о них сказать, потому что Нет они защищены исследований. законом непосредственно, но немало заболевших психическими расстройствами. Что Защищены хотелось... законом, мы же не просим вас именно, ну, как бы общую просто статистику, чтобы мы представляли себе, какая картина вообще в республике. 10%, 5%, сколько? Это много, мало? Около 4000 человек зарегистрированных у нас, состоящих на учете диспансерном при республиканской больнице нашей психиатрической. А какая судьба ждет вот ваших пациентов за пределами больницы? Нет амбулаторных пунктов нет психиатрических кабинетов в районах. Вот вы в районах, вы неоднократно об этом говорили в различных интервью своих, что такую систему необходимо в Абхазии ввести. Да. Сейчас какая ситуация? Вообще эта проблема сдвинулась с мертвой точки? Эта проблема на сегодняшний день обсуждается, стоит на повестке дня о внебольничной психиатрической помощи. Действительно, очень нам будет большое подспорье в этом плане, потому что из общего числа наших пациентов, еще раз повторюсь, у большинства социальный уровень низкий, где-то около 20%, конечно, осуществляют все рекомендации, родственники постоянно обращаются за консультациями, за помощью в случае обострения каких-либо состояний. Тогда нам приходится корректировать эти состояния, они приезжают, наблюдаются, в случае необходимости укладываются в стационар и проводится необходимое лечение данных пациентов. На сегодняшний день остальных, которых социальный уровень низкий, они самостоятельно не обращаются, приходится то ли дальним родственникам, либо соседей с помощью сотрудников милиции доставляют их к нам, и мы начинаем их лечить.
То есть вот таким образом происходит у нас. А все-таки вот с нагрузкой, с нехваткой мест в больнице, что делать с этим? С этим на сегодняшний день опять-таки вот будут открываться, планируется в ближайшем будущем открытие 2 отделений по 40 коек, где непосредственно будут располагаться также наши пациенты, но с менее выраженной симптоматикой. Немножечко мы будем разгружены хоть на какой-то процент. Как мы видели, в вашей больнице тоже ремонт сделан, все, условия хорошие, но не хватает тоже очень важных вещей, оборудования. Вот как обследование проводить? Нам помогают другие на сегодняшний день медицинские учреждения с рентгенографией, помогает нам туберкулезный диспансер, также и с анализами, также военный госпиталь нам помогают. Другие учреждения, 2-я больница, где есть неврологическое отделение, помогает нам, республиканская больница помогает в этом плане. То есть мы в тесном контакте при осложнении не психических, например, соматических заболеваний. Мы обращаемся в эти учреждения и нам оказывают помощь в этом плане. Так что хотелось бы также выразить благодарность за то, что оказывается такая помощь. Но с другой стороны, больному его необходимо повезти в одну больницу, потом в другую больницу, да, вот эти. Ну, и такая проблема существует, и либо мы возим, либо сами доктора приезжают к нам для осмотра и дальнейшие выносят свои рекомендации для дальнейшего обследования, либо лечения, могут это они сделать по месту нахождения самого больного. Об одной важной проблеме хотелось бы поговорить, о том, что в больнице вот нет отделения для детей. Это что, говорит о том, что у нас в республике нет детей, которые болеют? К сожалению, у нас дефицит, еще раз повторюсь, кадров психиатров, детских психиатров вообще нет. Планируем при открытии нового отделения женского, которое у нас существует в ближайшее время, и там при женском отделении планируется открыть несколько коек для детишек. Процедуры мы рассчитываем таким образом, чтобы с ними находились не только медперсонал, но и родители, желательно, конечно, мама. Сейчас я бы хотела предложить вашему вниманию один комментарий. Мы его записали в детском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. И вот они тоже высказали свое мнение по поводу отделения психиатрии в вашей больнице. В наш центр, к сожалению, обращается большое количество пациентов с различными психическими нарушениями. С тяжелыми детьми мы, к сожалению, не можем работать, так как у нас нет стационарного именно отделения психиатрии в нашем центре. Мы можем оказывать им амбулаторную помощь, занятия с психологами, логопедами, но, к сожалению, этого недостаточно. С такими людьми нужно стационарно заниматься лечением. Буквально на прошлой неделе был прием, мы принимали детишек, и социальная служба привела 2 детей в возрасте до 14 лет с тяжелыми психическими расстройствами. У детей были попытки суицида, они сбегают из дома. Им не поможет наше занятие, их нужно лечить под наблюдением психиатра детского в детское отделение психиатрии. ЕС Мадлиба очень важную проблему затронула о детском суициде, ведь не секрет, что такие случаи имеют место в Абхазии. Часто ли с такими проблемами обращаются к вам, как к психиатру? Имеют место быть данные факты, конечно, это, еще раз повторюсь, возраст пубертатный, когда происходит конфликт между, родителями и тем, что они сами хотят. В основном, конечно, это демонстративного характера поведение, социальный уровень низкий, и дети не находятся под контролем своих родителей. Ну, вы знаете, не согласна с вами. Вполне в благополучных семьях тоже бывает. Я говорю в основном то, что происходит. Конечно, это есть исключение из правил. Там уже идет другой фактор, это избыток, излишества всех тех нужд, которые непосредственно необходимы, ребенку, подрастающему молодому человеку. То есть
И вот когда он все получает, а потом в какой-то момент ему отказывают в чем-то, тогда возникает конфликт, протест, и это может привести к демонстративным суицидальным действиям. И поэтому правильно было сказано, что необходимо детское отделение при таких состояниях, при таком поведении. За ними нужно наблюдать в стационаре, и их нужно обследовать и непосредственно вести с психологами, с психиатрами. Совместный комплексный подход нужен непосредственно к решению данной задачи, данной проблемы, потому что нужно здесь работать не только с самими детьми, но и с их родственниками ближайшими, то есть родителями. А вот поствоенный синдром, да, в 25 лет, как война закончилась, но люди, как участники войны, они же тоже пережили такой стресс, который впоследствии может проявиться. Они воспитывают детей, естественно, это сказывается и на воспитании детей. Вот это проявляется как-то, вот по вашим наблюдениям? У тех, которые прошли боевые действия, посттравматическое стрессовое расстройство, этот синдром выражен, то есть у них могут происходить такие флешбеки, можно так сказать, навязчивый возврат, то есть возвращается все то, что когда они проходили в военное время, пережито, да, переносится в мирное время, то есть в мирное время они начинают себя вести как в боевых действиях, то есть как на войне. И тогда у них могут возникать, они подвержены к аффективным различным нарушениям. Данная категория наших граждан нуждается также особого внимания. Есть огромный процент наших инвалидов, которых можно трудоустраивать, которых можно, значит, вовлекать в социальные какие-либо программы. Граждане пытаются скрыть диагноз, пытаются, не верят в то, что вот их родственник или их близкий человек заболел, обращаться вовремя к психиатрам. Такой ложный стыд какой-то присутствует. Как вот этот барьер преодолеть? К сожалению, в нашем населении, как мы знаем, в основном психические расстройства расцениваются по-другому, обращаются не к специалистам, к лицам, народным целителям, да, которые непосредственно, по их мнению, окажут помощь их родственникам. Так религиозным иногда каким-то способом тоже. Ну, есть религиозные способы, которые очень положительно влияют, то есть совместно с лечением, вот. Но в основном то, что они обращаются именно к знахарям, вот, и в результате чего в большинстве случаев состояние ухудшается. Чем дольше человек, находясь в таких переживаниях, тем тяжелее будет потом его выводить из этого состояния. По поводу медикаментозного обеспечения. В стационаре, те, кто лежат в стационаре, они должны обеспечиваться. Вот вы нам тоже говорили об этом. А сейчас как дело обстоит? Есть небольшие перебои с получением лекарственных препаратов, но мы все же их получаем. Те, кто находится в стационаре, получают их бесплатно и лечатся. Вот. А насчет амбулаторных больных, они по назначениям докторов, психиатров, которые работают в диспансере, делаются назначения, выписывается рецепт, и они должны сами идти и покупать препараты. Есть категория препаратов нового поколения, они стоят гораздо больше, нежели чем препараты привычные, типичные нейролептики, так называемые. Вот. Есть нового поколения атипичные нейролептики, где меньше побочных действий от их приема. И вот предлагается, когда к нам пациент поступает, предлагается и родственникам, и, значит, для того, чтобы вот мы могли лечить, мы можем предложить такой способ лечения, либо такой, если у вас есть возможность.
И тогда они, если имеют возможность, они приобретают препараты и привозят для того, чтобы мы их могли лечить препаратами нового поколения. Спасибо за интересные ответы. Спасибо вам. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был главврач Республиканской специализированной психиатрической больницы Георгий Кортава. А я прощаюсь с вами. Увидимся через неделю.